У нас один стадион есть на весь Кыргызстан. То есть вы придерживаетесь мнения, что футбол это для мужчин? Да. А была ли какая-то обида вот на судью? Если бы у нас нового стадиона не будет, в скором времени мы будем играть просто или в Таджикистане, или в Узбекистане. А чтобы принять команду, он должен станцевать там или еще что-нибудь. Сборы, игры, тренировки, на личную жизнь совсем не остается времени практически. Как вы проводите время с семьей? И вообще, не мешает ли футбол вашей личной жизни? Ну, если честно, больше времени я, наверное, провожу на поле, чем нежели с семьей, с родителями, там, с дочкой. Ну, это моя работа, где я зарабатываю, где я нахожусь больше времени и буду... Ну, у нас в команде всегда так весело происходит, и поэтому... Группа поддержки, да? Да, поэтому я бы не сказал бы, что мешает. Да я и с семьей больше времени провожу тоже. Ну, сборы это, соответственно, не каждый же день. Это где-то, получается, мы уезжаем на 2 недели, на 3 недели, а потом уже у нас идет спад тренировок, мы тренируемся 1,5-2 часа, и все остальное время уже можно и с семьей проводить время. Поэтому я бы не сказал бы, что там, я провожу все время на поле или еще что-то. Давайте поговорим о вашем детстве. Я знаю, что вы выросли в Карабалте, Ага. и ваш тренер Давыдов. Да. Какое он влияние сделал на вас как на спортсмена и на вашу жизнь в целом? Ну, в целом я бы сказал бы так, что на самом деле этот человек нам дал очень много, помимо детского футбола, взрослого футбола, именно в развитии футбола в Карабалте он очень много дал, потому что этот человек, он дал толчок, дал поверить в себя в то время, когда я только начинал, я изначально ходил на борьбу, на борьбу ходил. И во До время... скольки лет, получается, вы ходили? Ну, я где-то на борьбу ходил, где-то месяца, наверное, 2, наверное, 3. И мы играли в футбол также с детьми, он увидел меня, говорит, хочешь заниматься футболом? Я сказал, да, без проблем. И, ну, после меня и Антона Землянухина нас привели в один день родители на футбол. Вот. И с этого момента он ни разу, имеется в виду, он постоянно нас поддерживал, постоянно там форму давал, там мячи давал, ну, доверял нам, да, с малых лет уже. И хотелось бы сказать ему большое спасибо. Мы даже в честь него с Антоном Землянухиным каждый год мы делаем большой турнир международный в памяти нашего тренера. Когда вы получили свой первый большой гонорар, на что вы его потратили? Ну, если честно, я первую зарплату, которую я получил здесь, это мне было с Антоном, по-моему, 16 лет. На то время это был 2000, я точно не помню, по-моему, или 5-й или 4-й год был. Тогда мы с Антоном получили оба по 12 тысяч сомов. Это в то время была очень большая зарплата. В то время только старшие получали, наверное, 10 тысяч сомов в месяц, а мы получили 12. И в то время я свою первую зарплату отдал своим родителям. Наверное, многим интересно, каким был Мирлан Мурзаев в детстве. Вообще, какую-нибудь историю или такую историю, которую вы запомнили и помните прям по сей день. Историй много, но я расскажу одну историю, Случай, что может. я в детстве поджег сарай, Ого! где там много было инструментов для дома, ну, для всего, да, сарай, где хранится все там, да. И мама пекла лепешки на этом, как он называется, на тандыре. Вот это было
на юге, и я игрался палочкой. И вот эту горящую палку взял и засунул вот эту в дырку, где сарай, короче. И закинул туда и ушел. И я с детьми игрался, и здесь пожарные начали все приезжать, и я, как ни в чем не бывало, прихожу, здесь все полыхает. И как ни в чем не бывало, детям рассказываю, вот, ну, друзьям своим, вот это мой дом, сарай, я его поджег. Ну ничего, отец что мне может сделать? Я тогда был маленьким, и до этого времени мы постоянно вспоминаем этот момент, что было такое время, что я мог там сарай поджег. А потом соседи меня когда начали ругать, типа, что ты, зачем ты это сделал? И я соседям начал говорить, вы давайте много не разговаривать, а то я ваш сарай подожгу. Но это мама уже рассказывает, да, уже то, что я говорил, я уже не помню. Ваш брат Нурлан тоже занимался футболом. Почему он не продолжил профессионально, как вы? Ну, сложно сказать. В то время, я думаю, у всех трудное время было, и кому-то нужно было заниматься дома, помогать родителям. Я думаю, он выбрал то, что помогать родителям и быть дома постоянно. Это он мне постоянно говорил, иди на тренировку, постоянно. Когда отец нам говорил, чтобы там дрова рубить или еще что-нибудь, он мне говорил, он знал, да, он чувствовал, что я хочу на тренировки, он мне говорил, типа, ты можешь идти, я сам все сделаю, да. Ну, можно сказать, благодаря ему я так быстро и стремительно стал, ну, как футболистом, да, почему? Потому что он делал всю работу за меня, которая дома. Но я, конечно же, помогал всегда, и те определенные моменты, которые нужно было идти уже, он меня отправлял, имеется в виду, чтобы я шел, собирался, вещи и шел на тренировку. В социальных сетях вы показываете свою дочку. С ней я видела ваши видео. В целом, вообще расскажите о своей семье. Ну, если честно, у меня есть дочь, ей 8 лет недавно исполнилось. Она учится в 1 классе, вот, в 62-й школе, занимается танцами. Вот. Ну, мы все время проводим с ней вместе. Почему? Потому что мы с ее мамой уже как 3 года уже как не живем совместной жизнью. Ну, поэтому я большинство времени на выходной или у меня есть свободное время, я провожу с дочкой, с папой, с мамой и провожу время с ними. Вы сказали, что ваша дочка занимается танцами. А если она в будущем захочет играть в футбол, как вы отреагируете на это? Ну, если честно, я был бы против. Почему? Не знаю. Ну, другие девушки уже влились в футбол, да, они играют в футбол, но, по крайней мере, я свою дочь не отдал бы на футбол. Почему? Потому что я хотел бы, чтобы у нее что-нибудь осталось бы такое женственное, знаете, там на танцы ходить там, или на большой теннис отдать. Ну, более такое женское. И поэтому, ну, как говорится же, ну, ребенку же не запрети же, чем хочет ребенок занимается. Может быть, и я не запретил. Но это чисто я так сейчас говорю. Если она выберет, конечно, ну, уже там уже будем думать, что. То есть вы придерживаетесь мнения, что футбол это для мужчин? Да. Да? Если вот взять ваше детство и вообще в Кыргызстане, тогда, мне кажется, футбол и вообще в спорт многие воспринимали как просто хобби. И ваши родители как отреагировали, когда вы сказали, что вы будете заниматься футболом? Ну, я знаю, что после 11 класса вы даже не хотели никуда поступать, а просто да, посвятить жизнь спорту. Было такое, что это было во 2 классе, мы учились после обеда, это 2-я смена была, а у меня я уже с 1 класса начал ходить, что у меня тренировки были после обеда. И можно сказать, я собирался на учебу, но на самом деле я не на учебу собирался. В тот момент я закидывал
в рюкзак свои шорты, кроссовки, там могу положить там пару тетрадей, да. Мгм. И я шел прямо, это у нас получается 12-я школа, в 12-й школе я учился, он возле базара, и получается за 12-й школой есть парк, а за парком уже стадион. И мне приходилось, короче, делать большой круг, чтобы обходить это, чтобы меня никто не видели, ни одноклассники, и идти прямо на стадион. И получается, я там какое-то время не ходил вообще в школу. И учителя родителям говорили, родители там меня ругали, я все время говорил, да-да, я в школу пошел. И в один прекрасный момент я все вещи снял, свои там белую рубашку, джинсы, туфли на трибуне оставил и пошел играться в футбол. Мгм. Но я очень долго заигрался, что, приходя на трибуны, я не нашел ни рюкзак, ни свои вещи. И что мне пришлось, короче, придумывать всю дорогу. Приходя домой, я сказал, что меня, короче, обокрал, короче, рэкетиры, меня вещи забрали. Происходят трансферы, и в основном смотрят через видео, после чего приглашают на просмотр. Мне кажется, у вас этих просмотров было очень много. Самый такой тяжелый, который был у вас, и в какую команду? Ну, если честно, это было мое первое, как говорится, просмотр, это в «Локомотив» московский. Тогда меня Дворенков Сергей Александрович повез в Москву. Я, наверное, если честно, недели две, наверное, просматривался в дубле «Локомотива». Представляете, там сколько человек было? Наверное, 150, около 200 человек было. Их надо было всех посмотреть, и только могли попасть только лучшие. И для меня это было в первый раз, и, конечно же, я не думал не об этом, что там 200 человек. Я просто показывал то, что я умею делать, забивать, отдавать пасы, там, обыгрывать. И для меня вот эти 2 недели были очень трудными. Почему? Потому что мне было тогда там 16 или 17 лет, да, что далеко от родителей. Я первый раз, там, находясь в России, да, в такой большой стране, можно сказать, да. И я думаю, для меня это было очень трудно, с одной стороны, но с другой стороны, это был для меня еще и новый вызов, чтобы осуществить свою мечту, попасть, как говорится, в такой большой клуб. Многие думали, что вы останетесь играть в «Локомотиве». Что Да, не получилось? Все получалось. Я и показывал себя, и старался, и играл постоянно в основе, и даже пару раз тренировался с основным составом. Но есть люди, оказывается, недоброжелатели, которые сказали, что я не своего года, и что я подставной игрок, что я сделал паспорт. И после этого главный тренер, это Белединов Ринат Саярович, он много раз начал, он очень хорошо ко мне относился. Но после того, как ему там кто-то сказал, знакомый или кто, который здесь у нас в Кыргызстане тренировал, но я не буду поименно говорить, просто есть люди, которые просто ему сказали ту информацию, которая не действительна, да, то, что я там другого года, что я там такой-то такой, что человек после этого начал относиться по-другому. Это ваши враги или, получается? Не сказать бы мои враги. Завистники? Может и быть? завистники. Я не знаю, кто ему это что наговорил, но он мне сам потом сказал, что ты знаешь, почему вот так вот случилось? Ну, я не буду это говорить, зачем, чтобы потом это все уходило. Ну, я зла не держу. Почему? Потому что, может быть, этому должно было случиться. Ну, он начал плохо относиться ко мне, начал при всех там говорить, там, унижать про мою национальность, там, про мою эту. Ну, я не стал этого терпеть, я понимаю, что это очень большой клуб, да, «Локомотив», это все солидно, все престижно. В то время я играл сейчас с теми игроками, которые сейчас в «Зените» играют, это Магомед Оздоев, да, там играет там «Крылья Советов», очень много игроков, которые играют сейчас в других клубах. Но, может быть, мне в тот момент не повезло с таким тренером, да, может быть, там, я бы сейчас где-нибудь играл бы. Но я не жалею, я никогда не жалею о том, чтобы
чего я делал, я никогда об этом не жалею. Я делаю то, что мне нравится, и мне это хорошо. Где мне хорошо, я оттуда никуда не ухожу, а где унижают меня и мою национальность, я никогда не буду терпеть, я просто уйду и найду себе там такой клуб, где меня будут поддерживать и любить и уважать. Да? Один из грандов турецкого футбола, по-моему, это Фенербахче, хотел пригласить вас в команду. Насколько это достоверная информация и почему трансфер не состоялся? Да, это не думаю, это просто какая-то фейковая информация. Поэтому я играл в Турции сначала в первой лиге. Меня в первую лигу пригласили. И оттуда все началось. А были ли предложения с больших, таких же крупных клубов? Тот же самый, например, Galatasaray. Нет, таких больших прям клубов нету. Почему? Потому что у них трансферы происходят более с такими футболистами и с такими клубами, большими клубами. Да. А мы тем более играли там в первой лиге, а там с первой лиги не смотрят. Если ты играл бы в высшей лиге, тогда можно было бы. А вот когда вы первый раз уехали играть за заграничный клуб, с какими трудностями вы столкнулись? Потому что вы были далеко от своей родины, от родителей. Ну, трудностей никогда не было. У меня была одна трудность, это знание английского языка. Это когда я в Израиле играл. Ну, чуть-чуть трудновато было, но я старался побыстрее научиться английскому, я научился. Я думаю, только языки приносят трудности, чтобы кому-то что-то объяснить, или тот же кафе, там, что ты хочешь кушать, пока объяснишь, там, узнаешь адрес. И поэтому нужно чуть время, чтобы научиться. Я думаю, только такие трудности, а там, чтобы такие большие трудности не было. Вы ходили на курсы учить языки? Нет, я не ходил на курсы, я английскому научился сам. Ну, сейчас его, конечно, забыл, но могу разговаривать. А турецкий я свободно совершенно и разговариваю, и пишу. Насчет подставных игроков. Такая практика наблюдается и как и у нас в стране, так и вообще в мировом футболе. Как вообще вы относитесь к этому? Что вот если увидят в раннем возрасте, да, какого-нибудь спортсмена, увидят в нем потенциал, могут поменять ему паспорт, документы. Это, мне кажется, это делается для того, чтобы как-то юных спортсменов, чтобы юные спортсмены хорошо показывали себя в других странах? Или вот Нет, вообще ваше мнение? Это раньше было, когда мы играли область на область. Люди делали просто, как они делали? Они делали просто метрики, делали же это, свидетельство рождения. Свидетельство рождения брали кого-то и ходили. А сейчас намного же сложнее же, паспорт, вот это все, это надо все менять. Сейчас люди перестали это делать. Это раньше, может быть, делали и паспорт, это уже по детству. Но сейчас, я думаю, такого нету, и я бы, конечно, отнесся бы вообще, ну, как по-другому, да, что зачем менять свой, там, люди меняют, там, ладно бы там на год-два, да, можно было сделать, там, разницы никакой нету, не играет. А есть люди, которые делают на 5 и 6, ну, потом же это все скажется же. Да. Вот расскажите о нашей сборной. Какие у вас, может, совместные традиции есть, ритуал, может, или вот как вы друг друга поддерживаете? Нет, мы с сборной вообще относимся очень серьезно. Почему? Потому что сейчас уже нету таких сборных, которые слабые. Там, перед игрой мы никаких у нас ритуалов нету. Мы выходим перед тренировкой, мы можем только послушать очень громко музыку в раздевалке перед тем, как выходить, там вот это адреналин, это все друг друга поддерживать. А у нас, чтобы такой ритуал был, там, но если новый игрок приходит, там, молодой какой-нибудь игрок придет, мы можем только сделать так, чтобы он там потанцевал или еще что-нибудь сделать. Ну, это бывает редкость, но чтобы принять в команду? Да, чтобы принять команду, он должен станцевать там или еще что-нибудь. Прикольно. А вот я знаю, что вы
Вы с Землянухиным очень близки, как друзья с детства, вместе выросли, вместе играли. Кроме него в сборной, кто еще вот? С кем вы таких тоже? Я интересных? со всеми хорошо общаюсь. Почему? Потому что с некоторыми ребятами я вырос, имеется в виду. Также мы играем в Дордове вместе. И у меня нету такого игрока, чтобы я к нему относился плохо или там недолюбливал его. Я ко всем отношусь одинаково, и всех я своих пацанов, как говорится, люблю, да, чисто по-дружески, да, можно сказать, что мы вместе одно дело делаем, в одном месте, как говорится, там, спим, да, кушаем с одной тарелки. Ну, имеется в виду везде, да, в одном здании мы тренируемся вместе. И это очень долго, и это все казалось на Кубке Азии. Почему? Потому что мы очень друг друга начали хорошо узнавать, поддерживать, да, потому что мы 1,5 месяца были вместе в Катаре, да, вместе ходили куда-то, кушали, шутили, игрались там, прикалывались там. Кого вы сейчас видите своим спортивным кумиром? Ну, на кого вы стараетесь равняться? У меня кумиров много. Я стараюсь смотреть на Карим Бензема, это Криштиану Роналдо, Серхио Рамос, это Эден Азар. Это те игроки, на которых надо смотреть это как капитан, как человек, как, не знаю, как нападающий. Те кумиры, которые вдохновляют, показывают хорошую игру. Там, и стараешься быть как они, показывать хорошую игру. А есть ли у нас сейчас в Кыргызстане футболист, который может стать кумиром для подрастающего поколения, и считаете ли вы себя одним из них? Ну, я не знаю, это, наверное... я рад тем, что я оставил частичку того, как сказать, футбола и показываю тот футбол, там, когда там, показываю хорошую игру, показываю хорошие, там, своей игрой доказываю, да, там, забиваю голы. Ну, наверное, частичку себя я все-таки оставил здесь. Ага. А каковы шансы сборной Кыргызстана выйти в финальную часть Мундиаля в Катаре? Как вы считаете? Ну, шансы всегда есть, нужно бороться до последнего, даже если, не знаю, те, кто в нас не верят, и зато мы и наши родные и близкие верят, ну, мы будем бороться до конца, чтобы выйти из группы. Насчет Кубка Азии, конечно, это было вообще, не знаю, у нас в Кыргызстане, как все мы вас поддерживали, каждый из вас, мне кажется, стал звездой, особенно после игры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Вообще после всего этого турнира у вас, мне кажется, у всех появились подписчики в Инстаграме, стало больше. Кроме этого, как еще изменилась ваша жизнь после Кубка Азии? Ну, я бы сказал так, наша жизнь изменилась в очень хорошую сторону. Почему? Потому что люди смотрели до этого чемпионата мира, Лиги чемпионов, а здесь вышла возможность, да, посмотреть своих же игроков, да, своих же соотечественников, которые выступают на Кубке Азии. Это в первый раз случилось, да, такое большое, имеется в виду, событие, где по всему миру показывают нас по телевизору, да, там каждый ребенок, каждый там, не знаю, мог увидеть нас по телевизору. И во-вторых, мы сыграли там очень хорошо, даже, можно сказать, лучше, да. Да. И показывали себя. И многие родители хотели отдать своих детей на футбол, да. Подписчиков стало больше, там, не знаю, фанатов еще стало больше. Некоторые люди начали любить футбол, да. Там столько эмоций было именно в Кыргызстане, да. Мы когда вышли в 1/8 финала, и какие эмоции были здесь.
И когда мы после игры с Объединенными Арабскими Эмиратами, когда мы с ними сыграли, и после игры, когда начали нам все писать, и когда начали все подписываться, начали видео скидывать после этих голов двух, да, Ага. там на последней минуте, там мой гол, Да. люди просто возле экранов, дети некоторые плакали, да, там просто из-за какого-то судьи, да, там. Ну вот просто как мы, вы да, мы насчет просто этой играли, ситуации? да, у нас не было никаких звезд, и сейчас нету, да, мы просто делали свое дело и играли, да. А была ли какая-то обида вот на судью у вас? Ну, если честно, никакой обиды нету. Каждый должен делать свою работу на поле, так и за полем, да. Например, болельщики, они судят, да, там, смотрят, как кто как играет, да. У каждого свое мнение, да. Но мое мнение лично, у нас были много моментов, где мы могли просто эту игру закончить с хорошим счетом, да. Но есть определенные моменты, где судья не увидел офсайд, да, в то же время, тоже пенальти. Было или не было, это уже спорный момент. Но офсайд это было там на 90%. Но это уже, знаете, это уже в прошлом, и этот матч можно вспоминать только в хорошем смысле, да, где мы показали тот характер, тот дух, и люди некоторые узнали, кто такой Кыргызстан, да, где она находится, и на что мы способны, на что кыргызский народ способен, да, когда в трудные моменты там друг друга поддерживают. Поэтому мы не жалеем, мы наоборот идем дальше и будем стараться показывать, процветать наш Кыргызстан. Кыргызстан. Мы знаем, что все нападающие любят не только забивать гол, но делать это красиво. И вы не исключение. Мы не раз были свидетелями этого. Тот же ваш гол в ворота Казахстана, в ворота Объединенных Арабских Эмиратов. Вот тогда, когда вы забивали плей-офф, 1/8 финала, вы играете с хозяевами турнира, почти последние минуты проигрываем. Вот вы когда забивали этот гол, то есть вам пришлось обыграть вратаря, 2 защитника. Вот как вы в это время не отдались эмоциям, или вы это запланировали, просчитали это все, или же все-таки это все произошло автоматом? Ну, если честно, когда играешь в футбол, и когда приходят такие моменты, ты ни о чем не думаешь, ты просто в этот момент у тебя происходит импровизация. И ты начинаешь уже в голове быстро размышлять, как нужно это сделать быстро. Максимально быстро, да, почему? Потому что там уже другой уровень, там уже другой футбол. Поэтому я там не думал и не планировал, как бы обыграть. Это все происходило моментально, очень ускоренно и быстро, да. И в тот момент, когда я на такой большой скорости обыгрываю вратаря, а потом... Защитников 2. Да, и сбрасываю вот эту скорость, погасить эту скорость, а потом еще и пробить поворотом. Я тогда ни о чем не думал, я просто искал ворота, искал какую-то щель, чтобы попасть в эти ворота, да. И я это нашел, когда я уже падал, уже смотрел, я уже там не чувствовал, что я там падаю или еще что-то. Я просто смотрел в ворота и мячик, да. Когда мяч оказался в воротах, я уже тогда облегчение свое сбросил. Что вы и уже почувствовали? Ну а что можно почувствовать футболисту, когда забиваешь такой гол, ответственный там момент, еще там столько зрителей, столько тебя поддерживают по всему миру, тебя по телевизору смотрят. Я думаю, такие эмоции я просто не могу передать словами, да, вот вам там или еще зрителям. Бывают такие моменты, что мурашки по коже, да, ну просто не передашь такие эмоции, просто там и кричишь, и радуешься, и просто слов не было, да, тогда. В социальных сетях я иногда вижу, что часто вы публикуете рекламу. Если не секрет, сколько стоит реклама у вас на странице? Если честно, я не часто рекламирую те, которые... Есть знакомые, которые меня просят просто закинуть там, не знаю, рекламу или еще что-нибудь. Но, если честно, я ни разу пока, ну, имеется в виду, не брал
деньги за За рекламу. рекламу, Да. да. Мгм. То есть это по И просьбе у нас знакомых. да, у нас есть определенные, имеется в виду, договора, с которыми, ну, определенные рекламы нам нельзя закидывать. Мгм. А вот у вас есть практика, вы играли в России, в Турции, в ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, вообще, в целом, если сравнить, как нашему отечественному футболу не хватает каких условий для футбола? Ну, я не думаю, чтобы мы должны бы сравнивать с тем. Если бы мы будем сравнивать с тем, тогда у нас вообще ничего нету. Мгм. Ну, вообще, каких условий не Но хватает? условия, понимаете, условия начинаются для футболиста, также для спортсмена, там, не считая борьба, футбол, бокс, да, там всего. Нам нужен очень такой масштабный проект, где там будет и футбол, и бокс, и борьба, да, это нам нужен большой спорткомплекс. У нас этого нету. У нас есть единственный Спартак. Возле Спартака есть там бокс, борьба и все. И в остальном все разбросано, да. Например, тот же возьмем Абдышату, да, у них там свои стадионы, свой спорткомплекс. Дордой спорткомплекс есть. У других клубов нету. Алай, может быть, сейчас Каганат, да, там у них они арендуют. У нас нету. Во всем мире в каждом клубе есть свой стадион, есть свой спорткомплекс, где тренируешься, едешь на свой стадион и принимаешь там других, имеется в виду, команд, и ты играешь. А у нас как здесь? У нас один стадион есть на весь Кыргызстан. Поэтому нам хотелось бы, если бы мы хотели бы поднять свой уровень на более такой высокий уровень, нам нужно очень много полей. Также большой стадион, где мы будем принимать там других национальных сборных, да, которые будут дома. Я думаю, в скором времени наш Спартак просто скажет, что он не подлежит к стандартам, которые сейчас есть по всему миру. Поэтому, если бы у нас нового стадиона не будет, в скором времени мы будем играть просто или в Таджикистане, или в Узбекистане, и в Казахстане. Мы будем там принимать. Поэтому, чтобы у нас все эти условия были, нам просто нужен хороший стадион. Вот вы посвятили всю свою жизнь практически спорту и футболу, да? Ну, футболу в частности. И после окончания своей карьеры, где и кем вы себя видите? Ну, я пока об этом не думал. Я думаю, это случится тогда, когда я уже буду завершать футбол. Поэтому сейчас, пока у меня есть силы, пока я играю, и я об этом не думал, что у меня будет после футбола. Поживем, увидим. Что вы выберете? Победить на Кубке Азии Ага. или же принять участие на чемпионате мира и не выйти из группы? Ну, здесь ничего сложного не вижу. Я думаю, сначала я думаю выйти на чемпионат мира. И не выйти из группы. Да. А Почему? откуда вы знаете, может мы выйдем из группы? Нет, ну просто такой выбор, если бы Мы у когда вас была ехали возможность. мы когда ехали на чемпионат Азии, люди думали, что мы вообще там каждые игры будем проигрывать по 5-6-0, там, а мы взяли и вышли из группы. Здесь, видите, здесь есть разница. Есть чемпионат Азии, есть чемпионат мира. Кыргызстан никогда в жизни не был. А мы уже и в Азии были. Поэтому лучше. Поэтому мы выйдем лучше на чемпионат мира, да, и покажем, и выйдем на другой уровень, который есть. Мы играем здесь в Азии, а здесь уже чемпионат мира. Я бы, честно, отказался бы от такого трофея, чем просто везде поднять трофей, да, чемпионатом Азии, или же выйти на чемпионат мира, да, Мировую где арену. весь мир там смотрит, там, и я бы туда вышел. Ну, это чисто мое мнение, да, вы сказали, я выбрал. Ну и насколько счастлив Мирлан Мурзаев по 10-бальной шкале? Ну,
Сейчас, в данный момент, после всего и этого, то, что происходит в стране, во всем мире, ну, я бы не сказал бы, что я там по 10-бальной шкале, ну, 8 дал бы. Мгм. Что составляет эта восьмерка? Ну, это семья, дочка, ну, тем, что я занимаюсь, ну и в целом то, что я делаю, вообще, где я хожу, что я кушаю. Насчет турецких фанатов. Они являются одними из самых ярых таких. Расскажите о них. Вы были частью всего этого. И почему в Кыргызстане у нас не так развито фанатское движение? Ну, в Турции это уже другой вопрос. Почему? Потому что в Турции одни эмоции, люди живут одним футболом только. Каждый футбол, вся семья, там, не знаю, готовится к этому тщательно, там дерби, они там кушать готовят, футбол начинается, и все они сидят возле телевизора, начинают там болеть, они еще такие эмоциональные, они могут разбить телевизор или еще что-нибудь. А находясь уже на поле, и когда ты играешь даже в 4-й лиге, где я играл, и в 1-й лиге, там нету просто свободных мест, люди просто поддерживают свою команду, просто выкрикивают не так просто, там, в что попало, да, они просто болеют, это красиво и делают это красиво, да. И почему у нас, ну, как говорится, нету в Кыргызстане, ну, потихоньку к нам приходит то, что мы начинаем, как говорится, наши болельщики, фанаты начинают правильно болеть, не просто кричать, а уже, ну, и красиво болеют, да. Также к нас в Объединенных Арабских Эмиратах тоже у нас столько болельщиков были, и так они болели красиво, да, и прям аж мурашки прям по телу прям, ну, просто не передашь словами те, которые ты чувствуешь на поле. Это надо самому почувствовать, да. Спасибо вам большое, было очень Вам с вами спасибо. интересно поговорить, узнала очень много нового. Думаю, наши зрители тоже узнали о вас больше намного. Да, конечно. Спасибо. Вам спасибо.